У Национального исторического музея бесценное пополнение. Ряды экспонатов теперь дополнит подлинный дневник выдающегося государственного и политического деятеля Джусупа Абдрахманова. Накануне музею его передал сам президент Садыр Джапаров, который ему передали родные Абдрахманова. Глава государства напомнил, что в этом году на высоком уровне отмечается 120-летие со дня рождения одного из основателей кыргызской государственности. 120 жылдығын быйыл жыл бойы белгилеп, мааракелик иш-чараларды жыйынтыктоонун алдында турабыз. Дневник одного из основателей кыргызской государственности вошел в число ценнейших экспонатов исторического музея. Эта рукопись является одним из важных политических документов XX века, отражающих самые интересные и драматические страницы нашей общенациональной судьбы и будет находиться под особой охраной государства. Садыр Джапаров не раз заявлял, для того, чтобы построить процветающую страну, необходимо брать пример у наших предков, у отцов-основателей кыргызской государственности. В текущем году в Кыргызстане произошел ряд событий исторического значения. Это и президентские выборы, и референдум по форме госуправления. Затем 11 апреля был успешно проведен всенародный референдум по закону о Конституции Кыргызской Республики, который заложил основы для дальнейших политических процессов. По словам экспертов, именно такие шаги создают основу для усиления государственности. Для усиления вертикали власти и для создания возможностей для развития новых отношений. И таких возможностей у нас ранее не было. И те нормативно-правовые акты, которые были приняты, начиная с Конституции Кыргызской Республики, инвентаризация законодательства, новые договора были подписаны, была подтверждена, например, в Глазго приверженность Кыргызской Республики к экологической политике и так далее. Это все показывает о том, что сейчас закладывается фундамент, основа для всестороннего развития Кыргызской Республики. Условия были созданы, а как они будут реализовываться, в каком направлении будут двигаться, это уже зависит от работы государственных муниципальных служащих. К судьбоносным событиям для страны также можно отнести и прошедшие 28 ноября выборы в Жогорку Кенеш. Президент лично взял под контроль проведение справедливого и честного голосования, чтобы никакого административного вмешательства не было. По мнению самих избирателей, эти выборы кардинально отличились от предыдущих. Жакшы мурдагыларга караганда шайлоо таза өттү. Тынч өттү, жакшы. Мунан ары эми өнүгөт Кудай буйруса. Өзү айтып атат го. Ошого көптөп жардам беришибиз керек. Но я думаю, что честно прошла у нас в этом году и этот выбор. Никто нам ни денег, ничего не предлагал, никто так это не было такого. Нет. Только агитаторы были, просто рассказали, что как программа. Все. Что касается темы внешней политики, то она многовекторная, направленная на обеспечение территориальной целостности, безопасности, социально-экономического развития и защиты прав граждан, отмечают эксперты. Приоритетом внешней политики Кыргызстана является укрепление всестороннего сотрудничества с центральноазиатскими соседями, а также со стратегическими партнерами – Россией, Турцией и Китаем, заявляют на высоком уровне. Проведение самостоятельной внешней политики, говорят политологи, и является важным свидетельством суверенитета и независимости государства. Когда мы говорим о политике Кыргызстана с ближайшими соседями, с государственными стратегическими партнерами, со странами, с которыми есть особые отношения, ну, например, вот как Россия, Турция, Китай, надо понимать, что речь не идет о том, что будем там получать какие-то денежные средства и так далее. В первую очередь речь идет о том, что Кыргызстан будет продвигать свои национальные интересы. Интересы заключаются в том, чтобы кыргызское государство существовало, в том, чтобы народ Кыргызстана процветал и благоденствовал. Новая власть, по словам экспертов, старается возродить дружеские отношения с соседями и дальним зарубежьем, вернуть упущенное доверие и развивать двухсторонние отношения со стратегическими партнерами. Наргиза Нурмаметова, Турар Анарбеков, Пирамида.